Таджики спасут всех. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как изобретение наших соотечественников может спасти жизни. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого актуального. Таджикистанские ученые изобрели лекарство против коронавируса на основе лечебных трав. Об этом 29 июля на пресс-конференции сообщил президент Национальной академии наук Таджикистана Фархот Рахим. По его словам, на данный момент лекарство проходит регистрацию. После получения патента общественности подробно расскажут об изобретении, сказал он. Сейчас могу лишь сказать, что в состав лекарства входит растение джарубак. Оно снижает температуру, облегчает лечение легких. Рахим также сообщил, что в первом полугодии 2022 года ученые продолжили исследования по 111 темам. В частности, исследования в области математики, физики, оптики и квантовой электроники, ядерной и радиационной безопасности. Как вы относитесь к такому изобретению? Как вы думаете, будет ли оно действовать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В рамках этих исследований, например, в химии, получили результаты методов синтеза продуктов с определенными свойствами веществ биологического и медицинского назначения, имеющих большое значение для создания новых лечебных препаратов. Также созданы новые виды алюминиевых сплавов с уникальным сочетанием механических и физико-механических характеристик, отличающихся высокой устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям. По его словам, за это время в области астрофизики с использованием современных компьютерных технологий проводились наблюдения за метеорами, кометами, астероидами и кусочками искусственных спутников Земли. В области геологии продолжали изучение месторождений полезных ископаемых Таджикистана, уделяли особое внимание открытию новых полезных ископаемых. Было открыто более 30 новых видов минералов, таких как бадахшанит, гармит, файзобит и прочие. Говоря о кадрах, Рахими сказал о сложностях. Мы не выпускали специалистов в сфере геологии и теперь испытываем сложности, острую нужду в этом направлении. У нас даже нет диссертационных советов, чтобы выпустить хороших специалистов, которые проводили бы качественные исследования. Это очень серьезная проблема, сказал Фархот Рахими. По его словам, на 1 июля в 20 научно-исследовательских учреждениях Национальной академии наук Таджикистана обучаются 372 магистра по 43 специальностям. Из общего числа аспирантов 207 девушек. На уровне докторантуры в 17 научно-исследовательских учреждениях обучаются 244 докторанта. Глава Академии наук также сообщил, что по договору с Академией наук Беларуси 15 человек из Таджикистана будут направлены в Минск для прохождения курсов обучения по вирусологии и COVID-19. 26 и 28 сентября 2022 года в Москве соберутся ученые-представители Академии наук стран СНГ, чтобы обсудить проблему дефицита научных кадров и другие насущные вопросы науки, сказал Рахими. Как вы относитесь к уровню образования у нас в стране и к тому, что у нас изобретают? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, вы знаете о каких-либо проблемах. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!